каждый раз, когда ты идешь, ты не знаешь, что ты встретишь, увидишь ли ты какой-то интересный дом или нет. И когда находишь, это просто вау, это сильное впечатление. Историко-культурное наследие не может быть чужим. Понятно, что у каждого есть свой дом, мы должны следить прежде всего за своим домом, но мы живем не в вакууме. Уже почти не осталось наличников, их вот забрал Михаил. Но это же, конечно, это шутка, а если по правде, Михаил спасает эти наличники, он спасает историческую ценность, которую многие не считают, что это ценность. Он спасает облик города. Многие наличники, которые приходят с улицы в музей, они могут быть поражены, в принципе, даже насекомыми, которые находятся в дереве. В этом смысле наличник для хранения вещь трудная, рана на его душе. Вот это не какая-то такая вот общественная деятельность там, для галочки, чтобы получить какой-то статус общественный, я не знаю. Это вот именно то, что лежит у него на сердце. Я путешествовал, начиная с 17 лет, искал церкви, искал старинную усадьбу, увидел этот дом и пошел прямо вот так. Причем я шел, и я поймал себя на мысли, что я иду, и голова моя при этом обернута назад. То есть дом настолько приковал внимание, что я прошел 100, 200, 300 метров, и все продолжаю на него смотреть затылком. Вы видите элементы русского стиля, такие как перехваты, дыньки, зубчики, арочные перемычки. Именно с этого дома началось мое дальнейшее знакомство с другими аналогичными домами Макшанского района и их планомерная фиксация. И в дальнейшем мы даже подготовили монографию об этих домах. Всего в Макшанском и Лунинском районе сохранилось порядка 500 аналогичных домов. Они находятся в разном состоянии, какие-то жилые, какие-то уже нежилые. Вроде бы они похожи, но когда начинаешь присматриваться, видишь особенности характерные для каждого села, выделять их, классифицировать. Самая жуткая история случилась несколько лет назад, когда я попал в грозу. Я буквально не успел дойти километр до того места, где я ловлю попутку. Увидел, как буквально в нескольких сотнях метров от меня ударяет столб молнии. Я лег в подсолнухе, сбросил с себя все металлическое. Видел разнообразные виды молний, змейкой, вертикальные. Ударяли они с периодичностью раз в полминуты. И так длился целый час. Село это называется Азязь. Живет в нем человек 20-30, не больше. Переводится с тюркского «малая степь». Здесь нет дороги, первое. Здесь нету школы и магазина. Школу сломали, магазин тоже. Из благ цивилизации здесь не подведено электричество, газа нет. Хочет создать музей наличников, и он сделал уже макет этого музея. И, в принципе, это такая грандиозная идея, что я его полностью, конечно, поддерживаю. И я считаю, что у нас в Пензе просто необходимо сделать этот музей. В литературе можно встретить такое описание, что Пенза построена на горе, словно одеяло, перекинутое через руку. И вот я попытался отобразить этот образ в этом макете.
будущего музея наличников. Это центральная часть города, откуда Пенза начиналась. Здесь располагалась крепость Пензы. Можно пройтись по этим как бы улицам, поностальгировать, вспомнить, какой Пенза была раньше. Мой компьютер уже устарел, очень много материалов на диске, очень много фотографий, которые очень нужны для работы. Но работаю как? Допустим, если нужно писать обращение, я его пишу в блокноте, затем отправляю по электронной почте координаторам, которые уже его делают в вордовском варианте, и я его распечатываю, отношу в ведомство. Много было в подростковом возрасте вопросов, связанных с образованием Миши, потому что, конечно, родителям хотелось, чтобы он пошел по классическому пути любого ребенка, подростка, получил какое-то общее образование менеджера, ну, все как у всех. Ну, вот здесь в полной мере проявился какой-то подростковый бунтарь. Все-таки нужно по жизни заниматься тем, что лежит к душе, чем ты горишь, пусть это даже не всегда там приносит твой доход. Нисколько не стесняюсь, чувствую себя в своей тарелке. Моя стихия, просто моя стихия. Зимой, конечно, трудно, но и раз приходится работать с утра до вечера. Лучше его участка, наверное, на всей Московской, я думаю, нет. В тот момент он мне сказал: ты это, вот приняла бы участие в пикете? Конечно, ну да, почему бы и нет? И я такая думаю, ну, может быть, когда-нибудь и забудется, и это все. А он мне звонит через час: я все подготовил. Выходит, назад некуда было деваться, но впечатление, конечно, было очень сильное. Я после этого, наверное, больше вообще ничего не боюсь в жизни. Хорошо, что есть такие активные люди. Просто, может быть, иногда нужно не переводить это в, скажем так, в рамку пикетов, а все-таки начинать с переговоров. Нам очень хочется сохранить городскую среду, но те законодательные акты, которые есть, они противоречат и препятствуют как бы вот нашим интересам. Интересам в том числе и Михаила Кирикова, и других людей, которые к этому стремятся. Здравствуйте, Петро. Здрасте. Вы у нас пришли там какой инструмент, кстати. Только берете. Берем, мы потом возвращаем. Давайте работайте. Пойдемте работать. Я начал заниматься Том Сойер Фестивалом, потому что это реальная возможность сделать свой город лучше, сохранить памятники деревянного зодчества. Следующий шаг — это, наверное, сохранение не только своего дома, но и других, способствование этому, постановка вопроса перед общественным советом с целью сохранения наиболее ценных домов. Архитектурное наследие нашего края, оно не ограничивается одной только Пензой или какими-то знаковыми объектами в области, такими как усадьбы. Есть еще историческая застройка кирпичная, которая очень интересна и необходимо выделить и сохранить наиболее ценные объекты.